Я эту светлую идею хочу осуществить у себя на родине, в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Сегодня у нас в гостях наш якутский писатель, драматург, переводчик, лауреат Большой литературной премии, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, достойный государственной награды Российской Федерации медаль Пушкина Иван Иванович Дмитриев. Традиционно наш мастер-класс на просмотр очевидки, мы знакомимся с текстом автора. И сегодня у нас в постановке петербургского режиссера Ксении Никитиной прозвучит пьеса «Погасивший огонь». На сцене вокруг большого круглого камня расположились старейшины племени. Все они одеты в звериные шкуры, некоторые ежатся от холода, за исключением Тхора. Старейшины держат руки неестественно прямо. Поднимается Мату, вождь племени Черной Сосны. Кто из вас, ничтожные, помнит, чтобы Мату вставал, прежде чем разомкнет уста свои на совете старейшин? Никто не помнит. Не было этого, потому и не помните. Но сейчас я стою перед вами, будто равный среди равных. Не тот сегодня день, дабы кичиться родословным. Никогда еще не подвергался большей опасности наш великий народ. И если вы и я ничего не решим сегодня, завтра все племя Черной Сосны встретится с предками в стране теней. Говорите, я жду советов. Медленно встает Верзила с кошачьими повадками. Это Итру, вожак охотников племени. Вождь, я всегда молчал на советах. Когда слова старейшин соглашались с моими мыслями, я был рад. Когда нет, огорчался, но знал, 6 голов всегда умнее одной. Что слышат сейчас чуткие уши охотника Итру? Рыдания, стоны и проклятия. Рыдание бросает Итру в отчаяние, стоны вселяют страх, а проклятие... Проклятие пробуждает во мне надежду, вождь. Проклятие – это ненависть. Ненависть – это непокорность судьбе. Наш народ еще поживет, вождь. Голос твой, Итру, не шелест листвы. Взял слово, дай совет, я жду. Вождь, я хочу послушать остальных. Мой совет за мной, разреши. Хорошо, я подожду, Итру. Наступает тишина. Затем совет взрывается. Недоумение, недовольство, ропот слышны в гуле голосов. Мату решил подождать совета какого-то охотника? Слишком уж смел стал Итру. Накажи наглеца, вождь, немедли. Я жду совета. Все умолкают. Встает шаман. Седома. Ты всегда был мудр, вождь, и сейчас показал остроту ума. Не стоит благородным оленям сражаться меж собой, когда на подходе к ним волчья стая. Я думаю, вождь, что нам первым делом нужно избавиться от лишних ртов. Вот-вот пойдет снег, начнутся холода.
По-моему, пора возродить мудрые обычаи предков. Пусть старики и больные покормят волков во врагах Голубой долины, иначе мы не перезимуем, вождь. Ты бы лучше попросил, шаман, чтобы небесный владыка вернул людям руки. Великий Сидома знает, что человек без рук – это уже не человек. Среди множества людей может быть один безрукий, его всегда прокормят. Но когда на целое племя безруких приходится один старый тхор, этого слишком мало. Тхор никогда не сможет прокормить даже нас, совет старейшин. Умные слова, Тхор, хотя и запоздалые. Скажу тебе, что я воздевал эти руки, то, что осталось от них, к небесному владыке 3 дня и 3 ночи. В первый день и в первую ночь я просил оставить руки всему народу нашему. Он не сделал этого. Во второй день и вторую ночь я просил сохранить руки совету старейшин. Он не услышал меня. В третий день и в третью ночь я просил за тебя одного, Тхор. И тогда только он снизошел до молений Сидома. Быть может, потому что зовешься ты сыном неба. Он не меня пожалел, Сидома, он пожалел наш народ. Лишь гибкие пальцы способны поддержать огонь. Лишь согнув локти, человек принесет охапку дров. И мы должны денно и ношно. Поливать ему в рожу, вот что мы должны делать. Жаль, что нельзя помочиться на небо или посидеть по-тяжелому на его сером пузе. Пожалел нас небесный владыка. Без рук оставил, не без голов. Довольно, Итру. Не нам, двуногим тварям, спорить с высоким небом. Сидя у священного камня, выбрось из головы дурные мысли. Так говорили наши предки. Так говорю и я, вождь Мату. Я своей властью прогоню тебя от камня. Старейшины вышвырнут тебя из совета, а люди заставят покинуть племя. Ты хочешь быть отвергнутым, Итру? Нет, вождь. Я буду молчать, снова молчать. За тобой совет, Итру. Я помню, вождь. Шаман сказал, что небо не будет на нас гневаться, если мы избавимся от стариков и больных. Что думает об этом юный Секкели, внук мудрого Торутая? Секкели, застенчивый парнишка лет 16-17, вскакивает, словно ужаленный, а деревеневшие его руки при этом нелепо болтаются, напоминая подвешенные на веревках палки. Великий вождь, Секкели слишком молод, чтобы делиться мыслями на совете старейшин. Секкели передает совету предсмертные слова деда своего, Торутая. Племя черной сосны вымрет в тот день, когда оно позабудет, что вокруг него живут другие племена. Страшный недуг поразил нас, но он пощадил остальных обитателей Голубой долины. Моим сородичам надо идти к людям иных племен, идти не с протянутой рукой, а с твердой верой, что они еще люди. Вы не сможете выкапывать съедобные коренья, охотиться и ловить рыбу. Вы не сможете себя прокормить. Вы не сможете и одеть себя. Но отвердевшие, потерявшие гибкость, не чувствующие боли руки моих братьев и сестер в состоянии сбивать с деревьев орехи и плоды, толочь зерно. Еще многому предстоит вам научиться в горестной грядущей жизни. Знаю одно. Если вы будете посильно помогать людям, они о вас позаботятся. С такими словами умер мой дед Турутай. Этот подлый мальчишка лжет нам в глаза. Не таков был старец Тарутай, чтобы советовать идти на поклон к недоноскам из Межозерья. Лучше принять голодную смерть, чем ради жалких подачек терпеть их насмешки. О, как они будут рады отплатить нам за все прежние издевательства. Правду говоришь, Сидома. Племя черной сосны любило смеяться над людьми из Межозерья, над их неуклюжестью, медлительностью, тугодумием. Но мы ведь поступали так не со зла, от глупости нашей, кичливости. Да они никогда и не обижались на нас. Встречаясь, всегда звали в гости, угощали щедро. Помнишь, Сидома? Они очень добрые люди. И думаю, я правильно решил, Тарутай. Мы найдем в Межозерье верных друзей. Этот змееныш успел окрутить Тхора, моему могуществу конец. Без хранителя огня, без его живых рук я никто, а вместе мы были бы непобедимы. Я рассчитался бы, наконец, с гордецом Мату, очень скоро отправился бы он вслед за стариком. Из Итру же я сделал бы верного пса. Попробуй, кто подойди к Сидоме. Жаль,
Затаиться и терпеливо ждать тяжкий удел прозевавшего добычу. Мудрый Мату, неужто и ты веришь внуку Тарутая? То, что думает Мату, ты скоро узнаешь. Я пришел сюда послушать советы старейшин племени. Убивать стариков и больных мы не будем. Это глупый совет Сидома. Не обижайся. Мы должны думать не о том, как перезимовать, а как жить дальше. Не пойдем и в Межозерье. В племени Черной Сосны никогда не было попрошаек. Старец Тарутай сошел с ума. О, дальновидный Мату! Пришло время заговорить тебе, Итру. Все высказались. Как бы нехотя поднимается Итру. Неожиданно он резко взмахивает, будто дубиной негнущейся рукой, и обрушивает его. Обрушивает его на голову Секели. Мальчик падает замертво. Все вскакивают. Молчание. В племени Черной Сосны и впрямь нет больше попрошаек. Пора, вождь. Слушай мой совет. Небесный владыка думает, что, отняв руки, он жестоко покарал нас за гордыню? Нет, великий вождь, он ошибается. Превратив наши руки в это, он превратил нас в избранный народ. Да, мы отныне не сможем сами добывать себе пищу, но и взывать к людской жалости я не собираюсь. Смотрите, вот лежит человек, которому я только что раскроил череп. Это первый двуногий, убитый собратом, и он будет не последним, если люди из Межозерья не станут нас кормить. Все начинают недоверчиво осматривать свои руки, вернее то, во что последние превратились. Шаман бьет руками-дубинами по священному камню. Раздается гулкий звон, похожий на стон. Шаман в страхе отшатывается. Вождь ничего не замечает. Он опьянен открытием Итру. Ты говорил, Тхор, что люди без рук не люди. Я тоже так думал, каюсь. Но бесстрашный Итру доказал нам другое. Да, мы не люди, потому что мы выше их, мы сверхлюди. И пусть я не умею даже поднести готовую пищу ко рту, я смогу заставить сделать это человека из Межозерья. Ай да мудрый Итру! Хочешь стать вождем, а? Ты спас от гибели свой народ. Ты достоин этой чести. Веди нас, храбрый Итру, в Межозерье, в горы, в небо. Эй, люди, охотник Итру спас нас, возвеличьте его, любите его, повинуйтесь ему. Ликующий народ заполняет сцену. Тхор остается в стороне от всеобщей радости. Склонившись над телом Секели, он пытается как-то вернуть его к жизни. Быстро убеждается, что это невозможно. Тхор стремительным шагом уходит за кулисы. Возвращается, бережно неся в вытянутых руках грубый сосуд с мерцающим на дне огоньком. Тхор поднимает руку, призывая к тишине. Теперь слушайте меня. Тхора, сына высокого неба, хранителя огня. Этот слабый язычок пламени я получил много весен назад из рук самого посланца Всевышнего. С тех пор племя Черной Сосны не раз меняло место стойбища, пока не добралось наконец до благодатной голубой долины. В пути заваливало нас снегом, секло градом и дождем, руки и ноги наши сковывало жестоким холодом, но мы вместе сохранили и пронесли через все этот крохотный огонек, залог жизни племени Черной Сосны. Пока он горел и мог зажигать другие огни, большие и малые, ничто не угрожало моему народу. Смотрите же, люди, что делает старый Тхор. Может, хоть узнав цену своей жизни, вы перестанете радоваться чужой смерти. Пух. Вы думаете, что выживший из ума Тхор выкрикивает пустые угрозы? Вы уверены, что сможете отобрать огонь у людей из Межозерья? Зря надеетесь. Мой младший внук, ветроногий Олгин, мчится сейчас к ним черным вестником. К восходу солнца люди Межозерья уже будут знать о ваших замыслах. Не только они, все окрестные племена покинут завтра Голубую долину. Покинут на время, пока не вымрет последний из рода Черной Сосны. Такова воля высокого неба, таково решение его сына. Пусть отвернется от меня мой народ, я готов к этому. Об одном печалюсь. Нет рядом со мной старца Тарутая, нет его внука. Что ты наделал, Тхор?
Хранитель огня, обрекающий на смерть свой народ, не будет жить. Оставь его, Мату, Тхора тебе не убить. Он сын неба. Слизняки! Кто сказал, что вместе с вами подохнет и Итру? Итру всех бы вас сожрал, но остался в живых. На то он и Итру. Я ухожу. Тех, кто смел, ловок и не знает жалости, зову с собой. Волкам следует держаться вместе. Итра уходит. За ним вслед Гагачай, нелепо размахивая руками дубинами. Убегают еще несколько мужчин. Уныло разбредаются остальные. Сцена пустеет. Кто посмеет осудить человека, который, погубив мало, спас множество? Достоин ли я прозываться сыном неба и дальше? Возьмет ли высокое небо меня к себе? Занавес. Добрый вечер. Но я должен сказать, что эта пьеса довольно-таки была давно написана, в 1988 году. Это уже 33 года. И тогда я как раз увлекался вот пьесами малой формы. И очень переживал, кстати, что это вот там написано же, что отрывок будут они зачитывать. А прочитали они полностью, вернее, сыграли. Ну и сыграли, мне кажется, очень даже неплохо. Она на сцене не была поставлена, но как-то вот небольшой кусочек применил из нее режиссер Юрий Макаров в другой пьесе. Это на сцене Якутского театра, когда он еще находился в старом здании, ну, где вот сейчас театр эстрады был, потом вот. Иван Иванович, а почему именно эту пьесу предложили? Ну, во-первых, она просто подходила по размеру. Мне сказали, что надо на 7-8 минут читки. А она как раз вот подходила. Я и подумал, что это... Ну, а во-вторых, не знаю, там, может, как-то... Вот иногда я смеюсь. По молодости я был немножко умнее, что ли. Как-то мне пьеса эта нравилась. Хотя такого формата где-то тогда было написано пьес 10, наверное, таких маленьких. Ну, с разными сюжетами. Ну, вот это она как-то более такая, она всеобъемлющая, что ли. Ну, вообще вы любите вот такую тему, да, притчи, да, и вообще как бы жанр притчи. Чем это обуславливается? Это возможность сказать о злободневных проблемах каким-то иносказательным языком. Почему? Ну, не знаю, это может склад характера просто такой. И, ну как, может, смотрю на мир немножко по-другому. Как-то с другого, может, ракурса. И не хочу сказать, что я там желаю кого-то поучать, там что-то такое, что имею на это право. Нет, конечно. Просто это оно само откуда-то идет, и я не знаю, как это так получается. Иван Иванович, вот есть один вопрос тоже от участников конкурса, который у нас проводится, на лучший вопрос. Звучит он так.
история племени Черной Сосны написана в качестве поучения народу Саха, не так ли? Ну, не знаю. Тогда я, как говорится, решал мировые проблемы. Там, это 88-й год. Межозерье, это надо предположить, наверное, что это Америка, что вот это племя, оно, ну, не сказать, что именно Советский Союз бывший. Нет, конечно, я к Советскому Союзу очень хорошо отношусь. Но я тогда был как-то немножко во власти обаяния, что ли, вот этой великой державы, самой свободной, как говорили тогда в мире. А мы жили, в принципе-то, может быть, очень даже хорошо, но насчет свободы для творческих людей было не очень густо, скажем так. Ну, вы знаете, есть тут люди моего возраста, что такое Абулдит там был такой, страшная организация была. Я вот, ну, я ответил, да? Да, еще вот один вопрос тоже, чтобы уже как бы закончить с этой пьесой, да? Очень длинный вопрос, но мне надо, видимо, зачитать. От Яковлевой Владислава, она является студенткой второго курса Арктического института культуры и искусств. Для начала хотелось бы поблагодарить Ивана Ивановича за то, что вы дали нам, читателям, возможность насладиться таким интересным произведением. Я, как будущий режиссер-постановщик, при прочтении фрагмента произведения «Погасивший огонь» как будто видела все действие у себя в голове. Конечно, хотелось бы в будущем и вправду увидеть постановку данного произведения. После прочтения фрагмента вашего произведения у меня возникли следующие вопросы. Что вас вдохновило написать данное произведение и что бы вы посоветовали вождю племени Черной Сосны в данной ситуации? Ну, я-то вряд ли что мог, наверное, ему посоветовать. Но ему советовал же старец Тарутай, который почему-то скоропостижно скончался, но его внук Секели вроде бы все правильно ему объяснил, что есть такой путь, что нельзя, в принципе, человечество — это единый организм, и что бы с тобой ни случилось, ты можешь там вдруг возвеличиться или наоборот там совсем упасть, но в принципе, когда ты находишься среди многих, вместе со всеми, ты имеешь всегда шанс не то что выжить, но и в принципе быть и полезным, полноправным членом общества. Так что это я бы ничего не стал ему советовать. Совет ему дан был уже во время пьесы бедным внуком Тарутая Секеля, которого тоже убили. Но я тогда как-то любил, чтобы побольше было трагедий. Иван Иванович, ну у вас и пессимистично, так как бы название мастер-класса тоже это... Вот, Ну это да, к тому вернемся. мы обозначили его «Тогда готовьтесь к трудной жизни». Да. Почему так считаете? И давайте приступим тогда к мастер-классу. Ну, вообще-то, это не мои слова. Это слова, может быть, самого выдающегося, величайшего из русских писателей современности, Валентина Распутина. А что случилось? А было это где-то в 85-м, наверное, году, когда, ну, меня, в принципе-то, писатели знали, хвалили мои вещи, но все, как говорится, все для меня было закрыто, имеется в виду не литературные страницы газет, не литературные журналы, не якутское наше родное книжное издательство. Я был как бы своего рода персоной нон-грата. Но ничего диссидентского такого в чистом виде в моих произведениях не было.
Но обалдеть, пресловутая наша цензура, она, как всегда, перестраховывалась. И вот я очень мучился от этого. Конечно, это же для писателя, тем более для молодого, когда его не печатают, это не то что трагедия, это вообще как такое дело, что это почти смерть. И вот в таком положении я находился, ну сколько, лет 7, наверное, уже с нормальными, с написанными вещами. Все знали, что я ничего такого плохого не пишу, вроде бы такие нормальные, хорошие вещи, писатели, имею в виду, знали. Но при этом вот так вот ничего нельзя было напечатать. Даже родная моя мама и то говорила: ты что это так, все это, пиши как люди. Джон Курдук Сулюёхунден. А я говорю ей, ну я по-другому не умею, так, как говорится, извините, простите. Ну вот так и мучился я, конечно, из-за этого, но может было бы куда больше написано в те годы бы. Но сколько было написано, столько и написано. И однажды, когда вот в 85 году узнал, что Валентин Григорьевич будет в Якутске проездом, вместе с иркутским же писателем Альбертом Гурулевым, ну я решил, они должны были поехать в Русское Устье. А тут тоже опять небольшая вставочка. А Валентин Григорьевич, когда я учился в Иркутском университете, он приходил к нам частенько, это был филфак, отделение журналистики, и он вот как бы проводил такие встречи. Ну, это, конечно, был, не сказать, что политех, но политех в такой миниатюре, более-менее. И вот я как-то, ну, видимо, молодой был, наглый, узнал в адресном бюро в городском, где живет Валентин Григорьевич. Ну, это я бы сейчас вообще никогда не решился. И решил поехать к нему домой. И поехал ведь. И даже он пригласил там пообедать, я с ними пообедал, потом супруга стала там что-то шить на машинке, на швейной, а мы стали с ним разговаривать. А у меня были маленькие рассказики, совершенно вот где-то написанные мелким почерком на четвертинке вот такого листа, такой страницы. И вот он прочитал их, ну как-то тоже похвалил там все это, и ну все, и я отправился во свояси. А потом вот об этом я вспомнил, когда узнал, что он вот будет в Якутске проездом. Ну, пришел со своими 10 рассказами, отобрал там, конечно, самые такие, на мой взгляд. Пришел, ему завтра утром вылетать. Я говорю, вот так-то, так-то, Валентин Григорьевич, вы помните меня? Он, конечно, сказал, что помнит, хотя как он там мог запомнить какого-то студента? Может, из-за наглости, может, запомнил. Не знаю, но он сказал, конечно, помню, там все такое. И сказал, что поставил ему, чтобы я утром пораньше подошел, часам к 8. Ну, можно говорить, пораньше даже. Ну, я к 8 ночью, можно сказать, не спал. К 8 заявился. А я смотрю, у него глаза такие хорошие, такие, какие-то добрые такие. Он увидел меня, обрадовался так как-то. Ну, я понял, что он обрадовался. Именно по-человечески. Он же был очень большой человек, как вот именно человек. Вот ни грамма фальши в нем никогда не было. И вот он так поздоровался со мной, так очень дружелюбно. И все, говорит, прочитал, Иван, ваши рассказы, говорит. Просто прекрасные мысли. Я все дословно запомнил. Но если будете и так дальше писать, сказал. Ну, я так же, как маме ответил, я по-другому не умею. И вот он тогда сказал вот эти самые слова. Тогда, Иван, готовьтесь к трудной жизни.
И вы думаете, у меня сразу упало там настроение, что-то такое? Ничего подобного. Я прямо чуть не подпрыгнул до потолка, потому что это был очень уважаемый мной человек. Я его уважал и как человека, и как великого писателя, потому что у него очень многие вещи уже были тогда написаны. И я поблагодарил ее и побежал к Олегу Емельянову, старую молодежку, хотя я там сам не работал уже, а Олег там работал. И вот он там тоже обрадовался за меня, мы там с ним немножко даже это дело отметили, в общем, событие. Вот так, и после этого у меня сразу поднялось настроение, и я решил, что буду писать в любом случае. Пусть 10 лет не печатает, пусть 20, но если Валентин Григорьевич сказал, что это просто прекрасные мысли, значит, я иду в правильном направлении. Вот так вот это. Ну, там рассказывать еще долго, если какие там первые публикации, как там они были. Ну, я думаю, наверное, у каждого творческого человека был в жизни такой человек, который нашелся, да, и который сказал, нужно этим заниматься. Я тоже вот вспомнил, ну сразу вспоминаешь, как у тебя было в жизни. Мне тоже был такой человек, Александр Киркун, который пришел на радиопередачу, мне тоже сказал слова, которые я запомнил, сейчас тоже Ну, помню. такие вещи-то сразу Он мне запоминать. сказал, эмоции есть, вот мысли появятся, приходи еще. И потом вот я очень рад, сегодня в зале тоже сидят мои учителя, Олег Гаврилович, к которому я пришел вот абитуриентом в редакцию журнала «Илинки», мы с вами, Иван Иванович, тоже пришли. Вместе работали. Галина Иннокентьевна, которой я впервые пришел на телевидение, тоже на участие в одной передаче. Я думаю, вот здесь сидят студенты, тоже пришли по своему интересу, им тоже, наверное, это важно услышать, что ну, нет таких людей, которые недосягаемые. Все творческие люди, они обычно открытые, общительные, да, и готовы помочь тем, кто вот начинает делать шаги, и кому они вот видят свои случаи, там, продолжение вот, творческой стези. Да? Вам тоже, наверное, молодежь подходит? Ну, сейчас-то я уже не работаю уже, а так-то, конечно, обязательно. Я сам даже искал тоже, расспрашивал, где кто. И новые, ну, у нас новая рубрика там была, когда я работал, тоже, где печатались молодые. Впервые в «Полярной звезде» называлась. Вот. Это про журнальные дела. Преемственность поколений очень много дает, на самом деле. И вот я тоже до этого мечтал об этом. У меня была такая возможность. Я помню, вот как вы редактировали меня, когда буквально 2 недели замещали редактора по приложению «Аргументы и факты». Я помню, что вы мне говорили. На что вы обратили внимание, потому что это как бы важно для молодого человека услышать редактуру вот из уст писателя. Из уст Ну, хоть человека. что-то отдельное говорил или Конечно, так? я Ну, прекрасно помню. тогда- Я вот для себя тогда навсегда уяснил, что такое сочетаемость слов. Ну, Потому что, ну, оказывается, бывает сочетаемость слов. На самом деле они не просто так на бумаге появляются. Да? Их последовательность. это, конечно, обязательно. Я очень хорошо это запомнил. И у нас вот у нас сейчас есть подключение, у нас вообще возможность через наш мастер-класс связаться вообще со слушателями всей страны. И у нас есть сейчас тоже студии, которые работают готовят вопросы для нашего гостя, для Ивана Ивановича. И у нас сегодня на связи есть Нюрба, Мариинский театр. Я передаю микрофон Юрию Алексеевичу Макарову, директору Нюрбинского театра, известному режиссеру. Я вон там. Здравствуйте, Владислав Валерьевич. Слышно, да? Да, мы вас слышим, пожалуйста.
Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Очень рад услышать ваш голос. Так, Нюрнбергский театр приветствует всех участников проекта. Иван, сегодня у тебя реквием по неубиенному, да? В смысле? Нет, это «Погасивший огонь» был. Удачи. «Погасивший огонь». Кстати, откуда ты там кое-что брал для спектакля «Джоли Мэн»? Ну, про этих людей-то с этим, у которых руки в дубинки превратились. Приветствуем всех участников мастер-класса Витюкенболун Иван Иванович. Витюген. По произведениям Ивана Ивановича в Нюрнбергском театре поставлено 2 спектакля. В 2003 году спектакль «Трифлина» в постановке Юрия Алексеевича. Инсценировка Ивана Ивановича по роману Достоевского «Преступление и наказание». И вот сейчас увидите фотографии из этого спектакля. Направо от меня сидит заслуженный артист Республики Саха-Якутия Борис Борисов, который сыграл в этом спектакле. В 2006 году в Нюрнбергском театре был поставлен спектакль «Некто и некий». Исполнительница главной роли Венера Никитина стала победителем номинации «Лучшая женская роль» 5-го республиканского фестиваля «Сата». А спектакль стал победителем номинации «Лучшая режиссерская работа». Иван Иванович, у нас к вам такой вопрос. У вас всегда во всех произведениях очень интересные, необыкновенные персонажи. И как вы выдумываете своих персонажей и откуда черпаете свое вдохновение? А можно я немножко пошучу на этот счет? Ну, у меня тут найду сейчас нет. Ну, есть как бы маленький. Сейчас найду. Последний найду. Вот. Называется «Короткий разговор с писателем». Откуда берете сюжеты для рассказов? Из головы. И как они там оказываются? А я почем знаю? Я, что ли, их туда запихиваю? Вот такой ответ. Ну, это, конечно, шутливый ответ. А просто вот сначала приходят мысли. И я же свои рассказы поначалу так и называл, вот Валентина Александровна не даст соврать, рассказы мысли они у меня назывались. И вот вокруг этой одной мысли, там все как вот вокруг костей собирается мясо, нарастает, так вот эти персонажи появляются и все такое. А с этим, например, вот с пьесой «Погасивший огонь», конечно, я просто представил тоже, как, а вдруг бы у человека одеревенели руки, и что бы он, кто такой он будет? Обуза или наоборот что-то такое? Ну, уникальность, что это понятно, но а то, что вот обуза или воин, кто он там будет? И вот я на эту тему и поразмышлял маленько. И получилась пьеса. Ну, как и многие мои пьесы, так из одной мысли появлялись. Ну, а когда уже речь о больших пьесах, то полноформатных, там, конечно, уже много чего собирается. И жизненного опыта, и мысли какие-то интересные. Но они же, вот как раз говорил Владислав,
что вот слова, они как-то вот должны сочетаться друг с другом. И вот так эти мысли, которые сочетаются друг с другом, они вот собираются в одну, как бы сказать, форму, что ли. И появляется пьеса, или появляется повесть, там, рассказ. Ну, сейчас роман пишется. Ну, там уже мыслей много, как говорится. Ну, что я ответил. Спасибо. Пожалуйста, Нюрнбергский театр, есть еще вопросы или предложения, может быть, по дальнейшему сотрудничеству, Юрий Алексеевич? Мы рады дальше сотрудничать с Иваном Ивановичем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. У нас будет еще подключение, друзья, ну вот установлен микрофон, те, кто хотят задать свои вопросы, подходите, пожалуйста, к нему, у нас ведется запись, и ну вот, для того, чтобы было слышно такой вопрос, нужно обязательно через микрофон. И также у нас поступают вопросы от участников конкурса. А в конце передачи нашего мастер-класса мы подведем итоги и определим авторов лучших вопросов. Иван Иванович запоминает вопросы, да? И мы вот вручим книги с автографом нашего гостя. Сейчас, ну вот еще хочу задать тоже вопросы, которые тоже вот из такой же категории про персонажей. Вот все обращают внимание, да, что у вас, ну, обычно такие, скажем, какие-то нестандартные герои вообще из других пространств, из других миров. И вот есть такой вопрос. Есть ли у вас герой-любимчик из ваших произведений? Ну, насчет героя-любимчика, нет, это очень сложно, потому что они все равно, вот, ну, хоть это и избитое сравнение, но они же тоже как это, пальцы там эти. Вот этот Итру, например, страшный такой, да? Но он же тоже, как говорится, человек, он тоже чем-то может это... Он же все-таки был глава охотников, там, наверное, очень много приносил пользы своему племени. Но вот так сложились обстоятельства, и вдруг вот из него вылезла из человеческой обычной сущности, как это бывает обычно на войне, из человека там или совершеннейшее добро выходит, или совершеннейшее зло, или совершеннейшая подлость человеческая. А так в мирное время, может, они бы все ходили, может быть, грамоты получали, ордена и медали. А вот когда такая проверка, такое испытание, которое не каждый может пройти, не потеряв себя. Тут главное в этом деле не потерять себя, конечно. Это очень сложно. Почему это ребята афганцы, чеченцы там вот так вот? Ну, очень многие же кончают очень плохо. Вот, а насчет любимцев, не знаю, вот вроде бы нет у меня этих любимцев. А есть, если вот интересно, есть пьеса со, скажем так, с не очень обычной судьбой. И название у нее тоже не очень обычное, «Черный шаман» называется. И вот эта пьеса у меня шла очень плохо. Ну, как-то очень медленно, не ладилось у меня как-то с ней. И вот однажды, ну, я имени называть не буду, но мы в гостинице «Лена» собрались, там как раз эти были, ну, друзья, там кто-то в депутаты, кто-то приехали из районов, ну, у одного нашего знакомого мы собрались, маленько там, мы поели, попили, как говорится, поговорили, пообщались. И вот получилось так, что один товарищ, ну, ушел пораньше меня, и он мою шапку вместо своей надел. Но поскольку были люди не совсем в форме, как говорится, то тут ничего такого необычного нет, конечно.
я вместо моей новой шелковой шапки стал обладателем старой рысьи. Ну ладно, это я пришел на работу на завтра, и вдруг звонок из села Мудут, это в Намском районе. А он глава тогда был. Ну, тогда не глава нас назывались, а председатель сельсовета. И вот он звонит, говорит: Иван, оказывается, я твою шапку унес. Ну, я тут до конца недели не могу, а там как раз вот начало недели было. Я до конца недели не могу уехать в Якутск. Если сможете, если торопитесь, то можете приехать забрать эту шапку. Ну, у меня работа была не очень такая, что прямо там не выйти, как говорится, не покурить, ничего, а более-менее свободная. Ну, я на полдня отпросился, поехал. Тогда автобусы-то ходили регулярно. Добрался, он там все это встретил, все там сидели, почаевничали у него. Ну, и как обычно вот у якутов-то бывает, откуда, кто такой, там в Якутске-то не до этого, видимо, было, там большая компания. А тут уже начали разговаривать там уже по-человечески, как говорится. И выяснилось, вернее, он узнал, что мой дед, родной по материнской линии, Огойдан Оюн, ну, он Огойдан шаман, получается, да? Он, хоть и в Кобяях, Кобяйский был, но тогда раньше Кобяй и намцы, это, ну, было, как бы, они были объединенные, что ли, можно сказать. И вот они еще до революции перебрались в Мудут, и там мой дед похоронен, вот этот шаман. Он очень удивился, когда узнал эту историю. Так мы, говорит, знаем, это недавно еще тут такой страшный случай, говорит. А что за случай? А вот там недалеко от Мудутцев есть местность Коскабаганата, где вот наш дед похоронен. И получилось так, что, ну, все же вокруг поселка обычно же вырубает нормальный лес-то для, ну, для того, чтобы топить печь, там все это и настройки. И получилось так, что там вот, ну, никто из местных не хотел вот это, в этой местности Коскабаганата там пилить дрова, там, ну, как заготавливать дрова, там, пилить деревья, там все, рубить там. А приехала бригада русских, человек 5, ну, шабашники обычно. И со своим этим, у них дружбы были несколько штук, это пилы такие бензиновые, ну, вы знаете. И вот бригадир их там, все вот с тем председателем сельсовета переговорили. Ну, этот открытым текстом ему сказал: ну, вы не боитесь. Он сказал: ну, что мы будем бояться-то, что? Кто мы и кто они, там, древние люди. Мы-то совсем и другой национальности, и совсем из других краев там люди. Что он там нам сделает? Ну, ладно, раз такие храбрые. Они паспорта оставили, аванс получили и выехали туда. На завтра приезжает только вот этот их бригадир. Там деньги все обратно возвращает. Давайте, говорит, наши паспорта, все, мы отсюда уезжаем. Выезжаем. А что такое? Сами увидите, если захотите. И там дверью хлопнул и убежал. Вообще он какой-то, говорит, вид у него был такой страшноватый. Ну и ладно, на завтра любопытно же тоже вот людям-то. И председатель, там еще несколько человек там выехали в эту Коскабаганата местность. А там все как будто там какая-то пурга, там, ну, какая-то страшная что-то, буря какая-то прошла. Все вокруг было покорежено, эти деревья, там все это свалено. И эти, как они называются-то, вот от дружб, где вот эта передняя часть, где там это цепь-то проходит, они были все свинчены, как будто кто-то такой, богатырь какой-то, как будто вот скрутил специально.
И вот все три у них дружбы вот в таком виде лежали. И что получилось-то с этой пьесой? Ну все, я узнал, он сказал, может съездим, я говорю, а мама меня предупреждала всегда, вот ты сильно этим делом не увлекайся и не надо. Она даже не любила, когда как-то упоминали его, ну как это всегда. Но я уже давно об этих вещах рассказываю, потому что тоже прочитал, что в принципе это, если ты ничего плохого и не перевираешь при этом, то это спокойно можно о таких вещах говорить. И что там получилось? Я получил свою шапку, вернулся в город и буквально через 2 недели закончил эту пьесу. Это, видимо, дед призвал к себе, может, там чему-то научил, чего я не видел. Вот как раз об этом мы говорили, может, что-то вложил в голову. Потому что, правду говорю, там пьеса буквально через 2 недели была завершена, которая, я думал, вообще застопорилась совершенно. Вот такие вещи бывают тоже. Потом ее судьба. Ну, она так и не поставлена. Там же мне очень много, вон целая книга там же лежит. Еще там из них, не знаю, там хорошо, если треть поставлена. Ну, у вас же Всего-то да, 7, много поставлено. ну, 7 поставлено профессиональными театром. Так, ну, вообще вот получается в целом вот как тогда оцениваете свою работу с театром? Вообще помимо театра еще может быть с кино работали? Ну, А нет, такого не было. Да и с театром-то у меня случайно же получилось. Вот Семен Никонович-то, он как-то с Юрием Алексеевичем ко мне заглянули, сказали так вот, ну, что мол, поставим тебе по твоим этим повестям, по рассказам, там, пьесу. Ну, больше говорил, видимо, Семен-то просто привел его, чтобы познакомиться. Я-то Семена-то знал, а Юрия Алексеевича-то нет, конечно. И вот потом оказалось, что они там уже ставят вовсю и поставили на сцене Сахатеатра. Это то ли в 96-м году было, но сейчас точно не помню. «Джай Джол Имянг» называлась. Пьеса на якутском языке. Так. Ну и что там? Ну, почему я так вот думал, что это ничего не получится? Потому что у меня до этого тоже были опыты. Я слушал выступление Федорова, да, Владимира Николаевича недавно. Что же скелли-пелли-то, как у него было? Так вот, у меня тоже же скелли-пелли было. Харасхал же это Василий-то. Мы вместе с ним тогда работали. Он же мне сказал, что вот у тебя рассказы, они какие-то похожие, такие монологи, прямо они сами пьесы просятся. И вот получилось так, что я начал писать эти пьесы. И, конечно, первая пьеса, думаете, как называлась? Вот никто не догадается. Моцарт. Моцарт. А там тоже из одной мысли она появилась. Но вы все прекрасно знаете, там вот это пушкинская знаменитая «Гений и злодейство – 2 вещи несовместные». А я подумал так, что в принципе-то тут, если посмотреть по-серьезному, то больше причин-то было позлодействовать-то как раз Моцарту, а не Сальери, который был преуспевающий товарищ. Он же был и обласкан, там все это при дворе, там все такое. А Моцарт уже практически был исписавшийся и глубоко больной человек. Еще там этот и реквием там у него, и все такое. Ну там это надо пьесу саму прочитать. Но получается, что вот Моцарт задумал под свой знаменитый реквием, значит, отравить бедного Сальери. Но тут в чем дело-то? Гений может, и это моя уже, это как бы версия-то.
Гений может и захотеть убить кого-то, позлодействовать, да? Но ему небеса этого не позволят. И тут вот как бы новая трактовка вот этих пушкинских знаменитых слов. И все равно Моцарт умирает, это мальчишка и его сынок переставляют бокалы. Ну, Валентина Александровна кивает, потому что она прекрасно знает эту пьесу. Да, она писала о ней. И вот. Реабилитация Сальери. Ну, на самом деле это так и получилось же, что, оказывается, сейчас же выяснилось, что Сальери никого не травил. Просто он же сам, Моцарт, был очень больной. Так. А вообще вот в целом у вас как заканчивается пьеса? Хорошо или плохо? Это как-то предрасположено то есть, у автора? Пессимистичный вариант развития или оптимистичный? Ну, это больше, видимо, зависит от настроения, в котором ты находишься, когда пишешь. Вот можешь прекрасно думать, что это вот ты этого человека оставишь в живых, там все такое. И вдруг получается, может даже не от настроения, они же сами там начинают потом это немножко, ну, как говорится, ты им даешь характер, и эти там все это, и они уже, как говорится, в силу входят и начинают уже сами там бесчинствовать. Этот вдруг что-то натворит, которого ты вообще не планировал, понимаешь? Ну, ты же сам тоже пишешь, знаешь, как они там себя ведут-то иногда. Ну, есть разные концепции, говорят, что драматург должен знать все. Ну, я-то знаю, я-то вот именно-то я-то знаю, но они же тоже знают. Они, мало ли, что я знаю, но у них же уже своя жизнь. Я говорю, вот когда у них уже характер, это они не с самого начала-то. А когда вот у них уже характеры, там какие-то эти свои привычки появились, там все такое, вот они потихоньку начинают оживать, и тут уже они могут запросто сами куда-нибудь тебя завести. А все шишки, как говорится, на драматурга. Хотя, может, он и вовсе не хотел такой концовки. Сами вот, к чему больше склонны? Потому что хорошо все заканчивается? Но я бы с удовольствием, конечно, все хорошо Не заканчивал. получается. Но иногда не получается, иногда более-менее. Да, он колодец познания, он, например, пьеса большая, она хорошо заканчивается. Потом есть это «Святой источник», тоже большая пьеса есть, тоже хорошо заканчивается. Так что не такой уж. А вот «Черный шаман», да, он там трагически заканчивается, но тоже светло трагически, скажем так. Ваши пьесы, они все увидели свет, да? То есть они были напечатаны? Практически все, да. Ну, во всяком случае, хоть напечатаны были. не Можно с поставлены. ними ознакомиться? при Ну, желании конечно. найти. Со многими можно ознакомиться с этой книжки. Ну, сюда не все, конечно, вошло. Где-то тут инсценировки не вошли. Ну, как всегда, это же ограничивается. Помните, как Владимир Николаевич жаловался, что это вообще не печатают пьесы-то? Есть такое у них в издательстве. Не хотят. А тут у меня 55 лет было. И как-то они так То есть пошли. это именно издание, именно по, получается, драматургии? Или помимо этого еще были? В других книгах тоже были. Ага. Да. Тут просто они, большинство пьес собраны вместе, под одной, так сказать, крышей. Пожалуйста, А вот он наш, живой человек стоит. да, это Анна Пшенникова, наш Знаем ее. любимый Так, Слышно? Да, здравствуйте. слушатель А. мастер-класса и, возможно, претендующий на еще один приз, да? Да, очень рада вас видеть. И, Иван, вот такой вопрос. Что является для вас отправной точкой для вашего творчества? То есть вы находите персонажа какого-то, который вам кажется интересен, и потом начинаете развивать его историю? Или наоборот, вам кажется, что вот есть какая-то, ну, предположим, ситуация,
и вы уже под нее подбираете персонажей подходящих, выдумываете характеры. С чего начинается ваше творчество? Ну, я же уже говорил, что начинается с мысли, а мысль может быть же разная тоже. Она может и ситуативная, там какую-то ситуацию вдруг там начинаешь, ну, придумаешь какую-то ситуацию, какая-то приходит тебе, и все. А иногда вот увидишь какую-нибудь колоритную личность, или что-нибудь такое, или какое-то интересное слово услышишь, и все, и вот и начинается там, как говорится, движение. Ух ты, это здорово, это интересно, так надо как-то вот, сколько-то может пролежать это, конечно, год, два, три, но у меня, я стараюсь там обычно записывать. Но днем-то это еще получается, вот когда ночью просыпаешься, это бесполезное дело. Так хочется записать что-то, а сил нет, чтобы встать и записать. И утром бесполезно вспомнить, это вы прекрасно сами знаете. Столько таких прекрасных мыслей было утеряно. Диктофон кладите перед кроватью, раз, записал сам себя, и все. Да, не знаю, что-то не получается. Да. Иван Иванович, у нас еще и должно быть сегодня подключение. Я надеюсь, что все нормально с технической стороны. Нас также слушает Центральная городская библиотека Якутска имени Белинского. И я передаю микрофон заведующей библиотеки Розалии Николаевне Максимовой. Пожалуйста. Здравствуйте, нас слышно? Да, мы вас слышим. Центральная городская библиотека имени Виссариона Белинского вместе с ее читателями, подписчиками приветствует участников мастер-класса. И вот наш первый вопрос к Ивану Ивановичу. Иван Иванович, добрый день. Добрый Скажите, день. пожалуйста, Очень рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что в какой-то степени ваши произведения являются автобиографичными? Да, сложно, наверное, сказать, что там автобиографичные. У меня вообще, даже когда я начал писать очень молодым человеком, у меня было такое вот кредо, что ли, чтобы ни о чем. Ну, это я так, может, воспитывал себе фантазию или что там, творческий дух, чтобы ничего из жизни, из своей биографии, из биографии знакомых, чтобы ничего не было. Только придуманное, только чистая мысль твоя. Вот, и потом как-то к этому, может, и привык, так что я стараюсь не очень-то что-то включать и из биографии, но, может, пока не исписался, скоро, может, на этом начну паразитировать, но пока еще, видимо, рано. Чуть-чуть там в романе кое-что есть, но это роман такой. Опять же, обращаюсь к Валентине Александровне Чусовской, вот, мой добрый ангел, которая, она, можно сказать, со мной вместе пишет. Ну, по крайней мере, там все время по главам я как напишу главу, отправляю ей. И она там читает, говорит там свое мнение, как там, что там. Потому, что-то вы хотите сказать? Ну, как читатель, да. И, ну, просто это роман сам такой будет, но я о нем, может, потом немножко, если время останется, скажу, что за роман такой. Но он называется «Все видно с небес с большой буквы. И жанр у него такой, ну, как не жанр, это разгильдяйский философский роман «Тризна». Там 49 глав. Они разделены на семиглавия по годам. Там 7 лет. 7 лет действие происходит в течение 7 лет. И вот каждый год там это вот семиглавие. Но он немножко такой роман будет. Мы тут с Валентиной Александровной думаем, что немножко попадет от кого-нибудь. Ну, люди же разные. Спасибо большое за ваш ответ.
Здравствуйте, Иван Иванович. Вам спасибо большое. Вот к нам поступила, как только поступила ваша книга «Жизнь и приключения Ваньки Быкова на Говорящей горе», я сразу прочла эту книгу, да, мне очень понравилось, сразу окунулась в свое детство, да, и сразу вот приняла решение, давай я это прочту вслух детям, да, но у меня вот такое вот сомнение было, а вдруг нашим детям, современным городским детям, оно будет непонятно, да, и потом к своему восторгу, как по ходе чтения, смотрю, им очень понравилась эта книга, да? И у меня вот вопрос, Иван Иванович, есть ли в планах еще написать такие детские книги? Ну, у меня были и до этого, вернее, была одна детская книга «Свинцовая пушинка». Ну, там детские пьесы были и сказки. А в будущем, я не знаю, но пока не планирую, но просто после этого романа, может, если будет время и будут силы, как говорится, хочу написать роман про первобытных людей. Но у меня есть цикл рассказов, когда мы были первобытными, называется. Ну, там где-то с десяток рассказов. И вот они мне очень понравились. И дело не в том, что они первобытные, а в том, что вот когда мы были первобытными, понимаете, это были мы все-таки. Ну, понятно, да? Это были мы, да. И как мы становились людьми, и как мы можем это дело потерять. То, с чего так добились с таким трудом. Через какие. Вот это будет роман, как бы поход, и вот это племя будет уходить, то ли от оледенения или от чего-нибудь такого, от катастрофы какой-то. И по пути оно будет очеловечиваться, скажем так, что ли. Они начнут почти как звери будут, но потихоньку они будут познавать жизнь, научатся что-то ценить, что-то вычленять из общей такой жизни. И поймут, что такое есть настоящие ценности, и что такое вот, ну, так они. Вот эта вещь, она будет, я хочу написать так, чтобы она была, и чтобы ее спокойно читали дети тоже. И вы правильно сказали насчет того, что вот я очень тоже боялся, там же в предисловии я сказал, что очень боялся, прежде чем написать вот эту повесть, сомневался, потому что между их детством и моим там прошло полстолетия. Ну вот решился на такой эксперимент, написал. Ну и книга вроде пошла, по нынешним временам там почему-то бичики так храбро поставили, сейчас так храбро поставили тираж 3000. Это для русской, ну, на русском языке для книги это большой тираж. Ну и он разошелся. Чего не могу сказать о всех своих книгах. Ну и не только о моих. Иван Иванович, у вас достаточно сложные, заставляющие думать произведения, где вы искусно сплетете интригу, заманиваете. А у вас в вашей жизни бывали какие-нибудь такие необычные ситуации, моменты? Да знаете, у меня-то жизнь как раз вот из таких и состоит, из фактов, из очень таких необычных. И я об этом тоже хотел тут немножко сказать. Ну вот, я специально вот принес свое первое писательское удостоверение. Когда мне надо куда-то идти, где, ну, я сомневаюсь, как меня примут, или там как все это дело пройдет. Вот, например, насчет сегодняшнего дня я очень тоже сомневался, вот Дарья знает. И я всегда вот эту книжку кладу себе в карман. Почему? Потому что у нее номер 07
077. 2 нуля и 3 семерки, больше никаких. Вот чтоб не было, что я там вру или что-то такое, показываю, пусть проверяет человек. И с ней вот самое интересное, вот это вот «Союз писателей СССР» же написано же, да? И с этой страны уже давно нет. И тут еще орден Ленина нарисован, все такое. Но с этой книжкой почему-то везде пропускают. И в Дом правительства, и эти постовые милиционеры как-то, или не знаю, что там с ними происходит. Может, это магия вот этих цифр. Но это одно, конечно. А так, постоянно что-то у меня бывает не совсем как у нормальных людей. Но это уже аксиома, и никто с этим не спорит там из тех людей, которые меня знают. Ну вот, скажем, на сборы, если приехали мы, да, после университета, на военные сборы 3 месяца. Там же сотни человек. Единственные офицерские галифе достались мне. Но я их ни у кого не упрашивал, там, ну, всем солдатские эти, все там, эти, с заплатками там на коленях. А у меня с этими, большие такие галифе, классические. Правда, у них было трудно сдавать кроссы, там, все эти бегать, и поэтому я их ушивал, когда это, ну, вот эти выступающие части. Но зато были красивые. Потом что, ну вот про то, что как дедушка там меня, вот именно тот дедушка спасал, там вот это Ага знает этот случай, это в Иркутске было. Ну я достаточно о нем рассказывал, там где-то в интервью этих. Потом что, но самое удивительное, что у меня произошло в жизни, вот это 2009 год, 31 марта, где-то 4, ну, полпятого пополудня. Я дома был один, и вдруг так свет такой, яркий-яркий, но при этом вот ни глаза, ничего не это не режет, ничего такого. И голос, благость и смирение. Вот это такие слова, которые меня убивали бы, я бы вообще не мог придумать этих слов. И я просто удивился, это буквально где-то полминут, меньше, наверное, даже. Ну, секунд 10, наверное, где-то. И свет исчез, и голос исчез. И голос был совершенно нечеловеческий. Я это почувствовал. И потом я сразу позвонил, вот Семену же я позвонил, Семен не рассказывал. Потому что он единственный же у нас был в то время верующий. Он же у нас такой, ага. И он мне, знаете, как будто вот готовился, специально как будто готовился. Я говорю, что это такое-то было? Он говорит, ну это, говорит, тебя все, это тебя тоже отметили там. И начал рассказывать историю какого-то Ивана Смиренникова. Опять же, вот это смирение, Иван Смиренников. И с ним, оказывается, общался вот наш святой Иннокентий, там все такое. Ну, это долгая история, там, то ли Алиутские острова, то ли что-то такое, да. И к нему являлись ангелы, там он с ними разговаривал. Он знал там от них очень многое, там и исцелял там людей. И вот, и потом вторым звонком у меня, конечно, был звонок Валентине Александровне. И вот она тоже успокоила. А, еще я еще спросил у Семена-то, говорю, а может это лукавый-то меня всяко разное путает-то, мало ли что там. А он сказал, тоже как будто готовился, так четко, ясно сказал. А он, говорит, при всем желании не может выговорить такие слова. Благость и смирение. И вот потом Валентина Александровна тоже так успокоила меня, сказала, что это дело такое, бывает. И самое интересное, потом же я в этом, ну, пригласили выступать у нас, вот и Олег Гаврилович там были, да, и Лена была, вот там, как она, епархия же называется, да, и там вот тоже рассказал про этот случай, и они это очень спокойно так восприняли, и потом в своей это, ну, написали там, что вот такой писатель был, что такое, и что он там после перенесенного духовного опыта стал там молиться, а я после этого, знаете, какой верующий стал, еще, ой-ой-ой, сейчас маленько пораспустился, а так, вы что там?
Но и сейчас, когда про такие дела рассказывают, я всегда говорю, это совершенно возможная вещь. Так что это в мире, как говорится, не все ясно, что происходит. Но я и так знал об этом немножко, но после того случая все. Спасибо. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, и чтобы все знали, что вы являетесь нашим писателем и нашим давним другом нашей библиотеки. В этом Конечно. свидетельствуют ваши слова, которые вы оставили на память нам вот на своей книге. Позвольте, Ух я ты. зачитаю. О, если они Эти хорошие. Дорогим моим людям, сотрудникам абонемента Центральной библиотеки города Иркутска имени Белинского с огромной благодарностью и уважением. Автор 12 апреля 2019 года. Мы вам очень благодарны за то, что вы подарили нам эту книгу и оставили свой автограф. И из всего сказанного, что вы говорили, мы услышали и некоторые моменты из вашего детства, и о том, что вы писатель, и что на вас действует, чтобы писать. А вот мне бы хотелось задать такой вопрос, чтобы вас немножко вы раскрыли со стороны, как обыкновенный человек. Вот, а какие у вас еще есть увлечения? Могли бы поделиться? Ясно. Понял, ага. Ну, я скажу, наверное, что сначала, что я ваш очень давний читатель. Это помните, когда еще библиотека была в центре, не очень таком отвечающим требованиям, скажем, там этих всяких, да, старой бани, скажем так, да? И вот с тех пор я ваш читатель, это уже лет, наверное, 40 где-то. Вот это, да, и вопрос был о том, чем я увлекаюсь, да. Я сначала решил сохранить вещи, связанные с моими родителями. Вот машину Зингер матери, ну, от нашей бабушки там, ну, она и мама шила, и вот Ага, моя супруга, он там сидит, вот она тоже сколько на этой машинке шила. Она, между прочим, и джинсы там прошивала спокойно, несколько слоев джинсового материала. Это разве такие сейчас современные машинки будут прошивать там? Вряд ли. И там были серебряные вещи, там ложки, там что-то такое, вот украшения женские. Потом старые деньги были дореволюционные. И в монетах, и такие. Но она очень много сдала еще фонд обороны там. Ну что там осталось. Потом от отца старый магнитофон я вот сохранил. Потому что он очень любил этот магнитофон и любил подшучивать, когда только они появились там. Он, может, был один из первых магнитофонов в Сангарах. Он так позовет друзей, там все это запишет, и потом бац. Особенно это, ну, гостей из деревень там, когда с Кобяйском, жили мы когда в Сангарах. Вот это оставил. Потом фотоаппарат, вот этот, тетя Вита тоже показывает, видимо, вот этот фотоаппарат, который у него там объектив гармошка. Вот такой открывается, Москва 5, такой шикарный фотоаппарат. У меня его несколько раз просили профессиональные фотографы, давно, правда. Ну, там всего 12 кадров, но они широкие вот такие. Ну, специально для портретов, портретных фотоаппаратов. Потом, ну, что там старый вот монета Волнов, сына монетаха самовара у меня есть, настоящий, там наверху все это написано, что 19-й год, там, что это имя, там, фамилия, там, все такое. Потом покойный наш друг общий, Пеша Пестряков Иннокентий, он подарил мне утюг 18 века, старинный такой, да, потом уже сваты наши там тоже подарили. Так. Ну, он потихоньку много чего у меня там набралось, так что это
Он даже помню, как Олег Гаврилович привез, когда мы в Велине работали, не пожалел своих вот этих денег, которых им очень мало давали. И привез, вернее, как сказать, маленькую статуэтку свободы, в шикарном таком. Ну, даже по американским меркам она же прилично стоила, да? Хотя маленькая там подставочка у него то ли мраморная была, а сам он тоже из материала какой-то. Но он 10 с чем-то долларов, что ли, или 11 с чем-то стоил. Хотя такая маленькая вещь. Ну, много у меня таких вот подаренных, потом сами там ездим куда-то и вот тоже привозим какие-то интересные вещи. Вот это вот домашний музей у меня такой есть. У меня есть подшивка газет 1938 года, где вот этот весь знаменитый процесс над как бандой, над Троскинско-Бухаринской бандой, там полностью в нескольких номерах он есть там это. Ну, все в то время там они все любили документировать, там все так делали. И там даже есть статья, вот мы печатали ее потом в Велине же, да? Вот это буржуазный националист под маской советской писатель. Это про бедного Шуруна Муллана, 1938 год. И его на завтра же после этой статьи замели, как говорится, посадили. А автор неизвестен, там анонимный. Вот, ну так много таких вот вещей. Ну и что-то люблю мастерить сам. На даче у меня много чего сделано моими руками. И беседку делал. Вот в прошедшем году, так сказать, в пику пандемии, под таким этим девизом «Пенсионеры против пандемии», решил это сделать большой катамаран. Но сделать-то сделал, но он оказался очень тяжелым. Хотя у меня дочка и так с самого начала предупреждала, что он очень тяжелый. А я так говорю, ну обсохнет, там все это, подсохнет, все нормально будет. А мы просто живем недалеко же от этого, от Хатын-Гуляха, и там можно спокойно туда это. Ну и я решил, там приближался юбилей Аде. Ну, думаю, а что я тогда? Разобрал быстро вот этот катамаран и сделал такую прогулочный ботик на двоих. И мы вот с ней прогуливаемся. Правда, там еще и мотор куплен китайский. Но там по Хатын-Гуляху с моторкой это нельзя. И поэтому вот на будущее, вернее, в этом году, наверное, испытаем уже где-нибудь на протоке. Вот такие дела. Спасибо. Иван Иванович, благодарим вас за емкие интересные ответы и хотим признаться, что мы очень-очень гордимся, что вы являетесь нашим читателем. Здоровья вам и творческого вдохновения. Ой, спасибо вам большое. А как вы ко мне-то хорошо относитесь? Прощаете все мои эти там, постоянно задерживаю книги, там звоню, можно еще продлить, а они постоянно, конечно, там все такое. Спасибо вам большое большое. библиотеке Белинского за интересные вопросы. Мы тоже много интересного узнали об Иване Ивановиче. Видно, что заинтересованные читатели. Там и, конечно же, библиотекарей можно было ожидать такие вопросы. И возвращаемся в нашу студию. У нас уже, пожалуйста, в зале накапливаются вопросы, пожалуйста. Добрый. Нужно включить микрофон. Слышно, да? У меня к вам такой вопрос. Ну, я уже поняла, что вы специально не пишете, вам приходят мысли, вы ловите, где она может вырастать. Но когда, в какой момент и как вы определяете, что это будет за определение, жанр, что это будет за жанр, да? Будет ли это пьеса, будет ли это рассказ, будет ли это повесть, или как сложится
ваша семья относится к вашему творчеству? Запомнили все вопросы? Запомнил, ага. Ну, правда, после перенесенного ковида с памятью не очень, но постараюсь запомнить, конечно. Хотя уже почти забыл. Ясно. Но как семья относится? Семья, конечно, относится очень хорошо. Они люди с понятием. Вот Ага сейчас вообще надо мной шефство взяла. Мы живем уже давно сами уже вдвоем, там дети отдельно. И как наша дочка сказала, как они живут с мужем, мы живем душа в душу. Она сказала про то, как они с Женей, с нашим зятем живут. И вот, ну и она постоянно все, ну как, я вот ничего не делаю, можно сказать, по дому. Только, ну, в последнее время, конечно. Только вот это, особенно после того, как начал этим романом заниматься, ну, у меня и практически на самом деле-то и времени не остается. Да еще эта болезнь была там, 4 месяца вообще ничего не делал, не мог это, ну, не сосредоточиться не можешь, ничего, это хорошо, что реабилитацию прошел там, и там очень много этих как-то систем там наполучал, уколов там все это, и после этого массажи там, это вот дыхательную гимнастику, потом чем-то дышал там, вот этим, то ли какой-то раствором каким-то. Ну и помогло, и вот уже 3 недели как спокойно пишу, начал писать. Ну это самое для меня было такое, ну, то, что вот радостное, что ли. И сейчас вот тоже как будто силы тоже возвращаются. А у меня же еще и на даче, так сказать, ландшафтный дизайн. Ну, это так красиво звучит. На самом деле я просто из одного места, в одном месте копаю, подкапываю и переношу на тачке в другое место. Ну чтобы красиво было, вот так вот это. Называю это ландшафтным дизайном. Вот. То, что, ну и дочка там все это поддерживает, и зять там, конечно. Потом было про то, что там, как эти мысли там потом превращаются в пьесу или в этот, в рассказ, повесть там, да. Ну, мысль-то она приходит, потом просто ходишь, и иногда бывает, что у тебя что-то уже есть, да? Вот что-то ты начал писать, это если более-менее крупная вещь, повесть или что-то. Ну и вот ты можешь спокойно вот эту мысль просто, если она подходит, я за уши никогда не притягиваю. Потому что тут дело добровольное. Они должны вот, именно что сочетаться гармонично, чтобы все было вот так. Так что, не знаю, даже иногда могут они и в пьесу там попасть, иногда могут сами основой пьесы стать. Но это я не знаю, как вот это сложно объяснить, как они туда. Ну вот появилась мысль, и у нее как бы тоже своя жизнь начинается. А вот все-таки третий вопрос запамятовал. Да. Нет, тут скорее всего я прозаик. Тут уже определенно знаю, что да, прозаик. Ну, драматург тоже может быть, но знаете, это вот я начал писать-то прозу, и думаю, прозой тоже закончу. Сейчас я практически пьес не пишу. Вот перед тем, как уйти на пенсию, но не по возрасту имеется в виду, вот уже на настоящую пенсию, я там где-то года 2 как не работаю, я решил написать 2 пьесы детских. И назвал их такими классическими пьесами. По русским народным сказкам и по якутским народным сказкам. Но они, конечно, по мотивам русских или по мотивам якутских. Они, конечно, совершенно другие, там все и новые герои, новые образы, там из нескольких сказок там кое-что собрано. Но они вот, у них судьба
сложилось, скажем, пока не очень хорошо. Петр Труханович, например, Скрябин, требует, чтобы на якутском языке была пьеса, а товарищ мой, который взялся переводить, он уже года два уже как, пока не перевел еще. Потом в русском театре тоже сказали, что они сейчас и в Мильнинском театре, что это... Но я их предупреждал, что это классические пьесы. Там много героев, действия много, там все это. Но они говорят, что сейчас по бедности, так сказать, театров, всего этого пока они не могут себе позволить такую постановку. Вот. Иван Иванович, ну вот получается сейчас больше... Вообще вот я тоже заметил, значит, ознакомился с вашим творчеством, да, у вас и пьесы, они тоже, в принципе, их можно представить в виде рассказа. Да? Посмотрим, повести повесть притчи. То есть у вас сейчас уже, в принципе, в большей степени проза и тоже Ну, наверное, я же вот как-то говорил про себя, что я из тех, кто изобретает велосипед. Понимаете, вот говорят же, что вот, а что там изобретать велосипед? Вот, а почему нельзя-то? Можно, если у тебя будет свой велосипед. И он не будет хуже вот этих, которые уже изобретены. Надо себя всегда вот так вот пробовать в чем-то новом. Что я там всю жизнь эти ботики строил? Нет, не строил, и катамаран я не строил. Хотя они вполне такие очень жизнеспособные. И ничего из этого интернета, ничего принципиально не брал. Просто как я сам представляю, как я думаю. И ну ничего так получилось-то. Мне вот как там, я забыл, но не буду цитировать. Ну, надо, в общем, кто же это говорил? Куприн, что ли, или Чехов, что не надо, говорит, бояться жизни. Не надо, говорит, бояться жизни, он это несколько раз повторяет. Надо вот, ну и дословно не помню, но смысл такой, что всегда можно что-то в этой жизни найти, что-то такое и что-то сделать. Но если у вас есть что сказать там или что-то такое, лучше себе не таить, а то это давление поднимется, там инсульт какой-нибудь. Вот так, наверное. Иванович, ну вот тоже в библиотеке Белинского прозвучал такой вопрос по поводу автобиографичности. Вообще это вот принципиальный вопрос, не затрагивает то, что в твоей жизни не все же, да, правила. Нет, ну это мое просто правило, да. Ну, хотя это просто, вот, когда я писал про Ваньку Быкова, конечно, там на 90, наверное, с лишним процентов это Ванька и на книгах там. Это как бы воспоминания, и они в художественной форме изложены. Я не знаю, как что это. Ну, это как-то вот я еще в юном возрасте, ну, когда человек всегда категоричен, вот решил про себя так. А у меня характер дурной, это он, как вот если бы я был коммунистом, я бы никогда не отказался от КПРФ. Вот, например, вот как Саша говорили, вот Пламенный Артур, и сейчас ходил бы тоже, говорили, во, коммуняка ходит. Просто это опять же вот разрез с тем, что вы сейчас находитесь
обычно книги пишут впустую. И, ну, это иногда бывает, что одна книга и все, и весь этот опыт не написан. Ну, я же говорю, пока она там лежит, как НЗ, неприкосновенный запас. А там много чего есть в этой жизни-то. Из нее можно очень много начерпать-то. Ну, пока есть фантазия, ну, пусть копится. На черный день, как говорится. Про черный день. В принципе, ну, разные. Да. И вот я тут хотел немножко, раз уж мы там все время про мысли говорим, да, у меня есть там маленькая книжка вышла, там мысли как раз и есть. Предисловие Валентина Александровна, она все там объяснила, что и как. Ну и вот хочу немножко вот так тоже как бы, чтобы представить себя, да, более в таком виде, ну не как драматург, не как проза такое, а именно вот эти сентенции такие. Ну, афоризмами их, наверное, сложно назвать. Но это жизненные наблюдения такие. Давайте я вам немножко почитаю, чтобы не отвлечься. Да, время-то у нас как? Вдруг приходящие в голову мысли я разделяю на 3 категории. Первое – серьезные мысли, второе – почти серьезные мысли и третье – несерьезные мысли. Сегодня мы серьезные мысли оставим в покое. Они слишком тяжеловесны для живого общения в аудитории. По ним пусть плачут пока толстые научные издания. Я же почитаю сейчас немного из раздела «Почти серьезные мысли» и совсем уже немножечко из несерьезных мыслей. Итак, о чем поведает нам в этот вечер почти серьезные мысли. Без тьмы нет света, без света нет тьмы. Но каким жутким существом был бы человек, созданный и живущий во тьме? Любопытное и повсеместно распространенное явление. Раз министр внутренних дел, то обязательно военный, генерал. Одним словом, классический держиморда. А министр иностранных дел почему-то всегда человек гражданский, интеллигентный, как правило. Вот тебе и отношение государства к своим и чужим. Талант – это нечто, чем одаряется человек, которому ничего больше в этой жизни не досталось. Люби человека в себе, не того, разумеется, который уже давно и вольготно расположился внутри твоей материальной оболочки, а которого ты сможешь создать из этого монстра через труды великие, если сможешь. Да, мы игрушки в руках Творца, терпеливо дожидающиеся, когда он достигнет более зрелого возраста. Но ведь тогда мы станем ему не нужны. Плоский мир, потерявший объемность, плоские люди. Если твоя жизнь завершается достижением ее вершины, то это уже не смерть. Падающие звезды – это слезы Вселенной. Они редки, как все чисто и прекрасно. В этом храме по имени Жизнь надо спасать душу денно и ношно, и не одними только молитвами. Была такая историческая личность, сборщик Исаака Матвей Новограбленный. Правду говорят, что Бог шельму метит. Понял со временем главное правило всемирной истории. Если ты губил людей, но молился на страну, тебя будут боготворить. Ибо люди – восполняемый ресурс, а страна – невосполняемый. Такая вот простая арифметика.
Оправдываться перед потомками глупо, перед современниками смешно. Как голодный пес, он гонялся за своей душой. Прочитав великий роман Булгакова, вдохновленный, он сел за написание своего романа и произвел на свет творение под названием «Мастерок и Маргаритка» с соответствующим содержанием. Времена есть не только незапамятные, но и незапятнанные. Например, детство. «И не врите мне на иврите», — устало говорил старый погромщик Архип Демьянович. «Однажды взлетев, ты будешь подниматься все выше и выше, ибо синее небо не имеет предела. Однажды, упав, очень быстро очутишься на дне пропасти, какой бы глубокой она ни была». Он говорил: «Я прекрасно осознаю, что с каждым глотком этого пойла проглатываю по здоровенному куску бездны, меня же поглощающей, но продолжал пить запоями, и бездна, наконец, отступила, вернее, кончилась». Жизнь дарит человеку, чтобы однажды забрать. Любовь не дарят, ты сам находишь ее. Но уже никто не отберет твою любовь. Ты ее уносишь вместе с собой. И про вас, женщина. Женщина – это родина человечества. Сколько великих и загублено ничтожествами, и ни одного наоборот. Превратности бытия на земле. Эта страна сама вскормила коней, коих ей не удержать в узде. Для кого женщина райская птица, для кого просто вкусная дичь. Звезды все ближе, люди все дальше. Совесть – наместник Бога в тебе. Обходи с ним в соответствии с его высоким рамкам. Если бы люди умели летать, они бы никогда не мечтали о крыльях. А человечеству так не хватает икаров. Он был весь наполнен собой. Да, от безысходности до небытия один шаг. Но обратно от небытия нет даже этого единственного шага. Помни об этом. Истина – суть мироздания, то, на чем держится Вселенная. Познаешь истину, рухнет хрустальный свод небес. Тебе это надо? Умному человеку порой страшновато оставаться наедине со своими мыслями. Глупому же всегда весело. Торопись жить на этом свете. Не то за тебя сделает это кто-нибудь другой. Никогда не верь зеркалу. В нем ты видишь не себя, а лишь заботливо перевернутое отражение. Хорошо еще, если свое. А ведь серого неба не бывает, бывают лишь серые тучи. Истина таится в наших душах, но какой-то остроты должен быть скальпель, что может скрывать души, и в чьих он будет в руках, уж не дьявола ли? Самый просветленный старец и только что родившийся малыш, кто из них чище? Пощадив не смирившегося с поражением врага, ты просто отсрочишь его гибель. Честнее будет сразу уничтожить его. Главное для писателя не заблудиться в потемках и не задохнуться, блуждая по душным катакомбам собственного сознания. Стреноженный конь мне напоминает почему-то стреноженное сердце. Вот тут немножко несерьезное, но типа стихов.
Песенка отважного юнги, погибавшего, но не погибшего в студеных водах Баренцева моря. Ночная мгла, угрюмо зла, наш поглотила брик. Я один, средь скал и льдин, пою свой смертный вик. Вот такой отважный юнга, хорошо, что он не погиб. Почти все великие правители России рождались на счастье государства и разор народа, его населяющего. Когда мужчины плачут, любящие их женщины должны стоять на вытяжку, как в почетном карауле. Вступив в век 21, он сразу понял, и этот староват для него. Потеряв голос, гениальный артист продолжал петь душой. Аудитория певца сразу стала меньше в разы. Его пение теперь могли слушать лишь глухие. Солнце — мир, где никто не живет, но откуда дарят жизнь. Честь для мужчины, что знамя для воинской части. Утерявшие первое и второе подлежат немедленному расформированию. Учитесь на чужих ошибках, но не забывайте делать и свою. И свои другим тоже надо на чем-то учиться. Он говорил, коли чужого не дают, мне и своего не надо. Давайте, коротенькие так еще эти остались. Парочку еще из этих, из почти серьезных прочитаю. Видимо, он страдал плоскостопием души. Вот бы к нашей способности саморазрушаться хотя бы чуток, совсем немножечко умения самовосстанавливаться. Ну и завершающий этот раздел. Журавль капитализма гордо реял в вышине. Синица социализма была крепко зажата в кулачке. Чем кончилось? Ни синицы, ни журавля. Одно лишь разбитое корыто. И тут, как я обещал, из несерьезных мыслей уже. А то эти почти серьезные, они слишком... Вы представляете, если когда просто серьезные они такие, сложно воспринимаются. И вот из несерьезных мыслей. Если бы мужики стали вдруг носить мини-юбки, а женщины только брюки, в мире бы сразу произошла сексуальная контрреволюция. Стаиросовая дубина любила хвастаться, что ее отцом был тот самый знаменитый дуб у лукоморья. Если врать на каждом шагу, жизнь сразу же станет яркой, веселой и доступной. Примерно как женщина легкого поведения. Злодей-мазохист любил щеголять в ожерелье из собственных зубов. Чтобы задушить эту Дездемону с поистине лебединой шеей, каждый раз требовалось выводить на сцену не менее 4 Отелло. Душа нараспашку, наверное, закаленная. При подпольном казино имелся также подпольный магазин мяса для самых избранных вегетарианцев. Легкий летний флирт с диареей. Прелюдия – это первобытное человечество. Вопросительно. Раб-мазохист жил припеваючи. По натуре человек работящий, он весьма умело делал вид, что прирожденный лентяй, и его каждый день избивали до полсмерти. Он говорил, что в роковые дни марта 53-го
обязательно предупредил бы товарища Сталина. Оба, гляди в оба, гляди в оба, оба. И тут есть одна эта вещь, но она может не очень понравится нашим дамам, но ладно, да? Можно, да? Но просто в мужском варианте он как-то не так звучит. У озабоченной интеллектуалки как-то само собой вырвалось. Ах, что за величина этот оргазм роттердамский. Ну и простое такое, можно сказать, детское, завершающее в стихах. Лишь у печенега печень в неге. Спасибо, Иван Иванович. Сегодня действительно у нас такой душевный вечер состоялся. Иван Иванович, ну вот все-таки нас слушает вся страна. Вот что можно пожелать, скажем, тем, кто учится в драматургии, ну, помимо того, что их ожидает непростая жизнь, да, ну, что хорошее их ожидает все-таки? Знаете, вот про жизнь у меня тоже много чего есть, так? И про жизнь писателей там даже есть эти, ну некогда сейчас же, да, время близится к концу. Ну а что можно им пожелать-то? Вот разве что, чтобы они держались, как говорится, если ты раз решил что-то доделать, чтобы они не отступали от этого. Потому что судьба любит сильных. Если ты слабый, она тебе сразу же сломает хребет. Но это не значит, что ты там умрешь или станешь калекой. Ты станешь просто душевным уродом, бесхребетным человеком. А мы же, а какой писатель, если это он будет каждому кланяться? Какой драматург тем более? Так, наверное. Чтобы они не изменяли себе однажды выбранному пути. Если ты уж решил сделаться драматургом, то сделайся таким, чтобы твой след был виден из космоса. Спасибо, Иван Иванович. Ну, я думаю, все прислушаются к этому совету. И, ну, действительно, нужно быть честными. И спасибо вам за честность. Иван Иванович, и вот нам нужно напоследок выполнить нашу миссию, выбрать лучших авторов вопросов, для авторов лучших вопросов, да, и распределить вот наш призовой фонд. Давайте. Аудитория, как думаете, вот из нашей аудитории кто такой самый могучий вопрос задал? Ну, вот, если нет других желающих. Ну, я думаю, есть желающие, вот или те, есть, кто нас смотрит по прямому эфиру, да. библиотека Белинского. Нет, тоже, ну, я наверное, понимаю, хочет получить. Да, она-то вот тут как бы будет представлять аудитории, да? А она же это ли задала? Так, хорошо. Одно имя Елена мы определили. Еще. Да, и девочка из Арктического института, она задавала вопрос по погасивший огонь, что бы вы посоветовали вождю племени? Да, это очень интересный вопрос. Потому что так Владислава оно как бы соединяет вымысел с жизнью, что ли. Так, это думаю, такой вот мостик такой перекидной. Я думаю, было бы честно вот присудить еще одну книгу тем, кто задавал вопросы в библиотеке Белинского, да, там были очень интересные вопросы. Спрашивали про автобиографичность произведения. Или еще вопросы. Про увлечение. Про увлечение были. Что-то еще же было.
Питание показывает. Про Ваньку Быкова. Ага. Про Ваньку Быкова вопрос был такой. Да, вы там вот детская такая вот, ну, удачная там что-то такое было, вопрос вам. Ну что? Ваньку Быкова, да? Давай. Пожалуйста, кому подписываем? Выйдите на связь. На чье имя пишем? А библиотеки Белинского, нашим читателям. Хорошо. А вы все такие, да, коллективисты. Будет достоянием библиотеки. Хорошо, мы определились с нашими победителями. Ну, Можно чё, им по две по две дать. книги, видимо, Да, да? по две книги. Дорогие друзья, мы завершаем наш мастер-класс и очень будем рады вас видеть снова на следующей неделе. К нам придет в гости драматург Семен Ермолаев. И также я хочу сказать о том, что 27 апреля для всех слушателей школы драматурга на практике будет специальный подарок День Республики Саха-Якутия на портале Культура РФ будет демонстрироваться мастер-класс Владимира Николаевича Пюрова. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.